От эффективного управления процессами внутри компаний во многом зависит их инвестиционная привлекательность и, как следствие, инвестиционный климат во всей стране. Проблемы внедрения корпоративного управления в Кыргызстане, а также повышение профессионализма и эффективности советов директоров компании обсудили участники круглого стола в Бишкеке. Мероприятие было организовано Палатой независимых директоров Кыргызской Республики при поддержке Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком. Корпоративное управление – это просто система сдержек и противовесов, да, которая и защищает и инвесторов, с одной стороны, а собственник бизнеса, он тоже инвестор. Поэтому, в принципе, здесь речь идет о том, что ты создаешь некую систему, которая защищает твой бизнес от, не знаю, там, мошеннических действий менеджмента, от рейдерского захвата, от чего угодно. Компании, успешно внедрившие корпоративное управление, получают целый список преимуществ. Более низкие ставки для привлечения капитала, повышение прибыли от деятельности и снижение рисков, в том числе региональных и страновых. 75% инвесторов ставят качество корпоративного управления на один уровень с финансово-экономическим показателем. Если, допустим, инвестор приходит, у нас сейчас смотрит там какие финансово-экономические показатели, сколько прибыль, там, EBITDA, еще что-то, то на Западе и уже в развитых странах смотрят на то, кто управляет этим предприятием. Исследование Всемирного банка, проведенное в Кыргызстане в 2021 году, показало, что на госпредприятиях, в том числе стратегического значения, система управления недостаточно эффективна. Во многом это связано с непониманием роли советов директоров и необходимости участия в управлении независимых членов совета директоров. Сегодня Палата независимых директоров является одним из авторов изменений, которые помогут предприятиям Кыргызстана выйти на качественный новый уровень. Мы хотим конкретизировать правила по назначению независимых директоров. Потому что есть большое заблуждение, дальше моя коллега Нургуль расскажет, большое заблуждение в термине «независимый директор», когда фонд госимущества считает, что там, если у них не работает, значит он независимый. Да? Также Палата предлагает создать реестр независимых директоров и допустить нерезидентов к участию в конкурсах по замещению постов в советах директоров отечественных компаний. Пока эти предложения находятся на стадии обсуждения, но начавшийся диалог может означать системный сдвиг, который в конечном итоге послужит стартом для роста инвестиционной привлекательности Кыргызстана. Наверное, если сейчас начался разговор, и, скажем, за круглым столом последуют другие круглые столы, наверное, можно ожидать то, что общество изменит отношение к вопросам корпоративного управления и оптимистично в ближайшем будущем, скажем, у нас будет соответствие международным стандартам. Добавим, мероприятие является первым из серии обсуждений, которые планируются Палатой для продвижения повестки развития корпоративного управления в Кыргызстане. В октябре планируется подобное мероприятие для собственников бизнеса.